Более 200 миллионов рублей выделили на капремонт школам сел Тит-Ары, Пулгуньяхтах, Ой, Кердем и Актемскому научно-образовательному центру. Средства предоставлены в рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования. По данной программе капремонт общеобразовательных учреждений района будет проводиться ежегодно вплоть до 2026 года. Внушительную реновацию должно пройти здание Ойской средней школы. Здесь ремонтные работы стартовали 18 апреля. На сегодняшний день завершена замена 83 старых окон на пластиковые. Также выровняли внутренние стены. Сейчас идут работы внутренние, полы делают в кабинетах и утепление фасада снаружи. На ремонт Ойской школе выделили 45 миллионов рублей. Аукцион на проведение работ выиграла строительная компания «Капитал М», которую возглавляют выпускники школы Владислав Ильин и Вадим Адамов. В связи с этим ответственность у них большая. 15 августа мы должны уже все работы сдать, но так как у нас контракт двухгодичный, в этом году внутренние работы завершаем, а также 60% наружных работ, это включает в себя утепление и обшивка фасада металлокассетами. А второй этап когда начнется и тоже когда завершится? Второй этап – это следующий год, но там уже будут виды работ только по внешние виды работ, обшивка и утепление фасада. Что касается объектов здравоохранения, то капремонт сейчас ведется в Махсоголовском и Актемском отделениях районной больницы. В Махсоголохе ремонт идет уже второй год. Нынче очередь дошла до круглосуточного стационара на втором этаже. Сейчас здесь демонтируют старые покрытия, запланированы отделочные работы. В Актемском отделении полностью демонтировали радиаторы и будут менять систему отопления в целях энергосбережения. По Махсоголоху срок окончания работ 1 августа этого года, по Актемцам 1 сентября. На ремонт двух отделений уйдет порядка 20 миллионов рублей. Средства выделены в рамках национального проекта здравоохранения. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.